Ne geldiniz? Evet. Hadi şu görüp katta. Vallahi şükür biz soğan ciğerler. Siz baskarsın gider. Kayda gider. Elle de uçili kadar hemen da yarak gafur yerine. Annem bir şey. Ne kona basında Allah. bırak ganyak sandra bas kiş karın. Dostu brentege. Sever totara bilen. Hepten de tükürler. Neyse. Hayır sen tükürler balam. Neyse işte yine ben de yatıp balım büyüdüm. Kinler evet burada. Bana beyitlerine. Bunker'e var koyduk Stalin'in Samara'ga. Talyati'ye vardık. Motor evet. No bunkerinde de. Degene kiyse, biznikine kiysen bende furaş kamazar mamlis kaza boş. Bunun bilen yok. Üstüne furaş koyan da tege. Ki zoruklu. Şunlar ben. Zeki abinin Terminator bir dostlar. Anın başında Titan. Titanı var. O Titanoviy человек. Allah'a şükür. Alexander Первый şokundaki bizmenim var mı? Alexander Первый. Anladım oldu. Öteş. Karanı böyle. Birisi. Koyunun biri de bana. Bunda Zeki ağay badar koyuşturgan karagız dostlar. Buna Pomidor kıya, bana ne almalar hatta. Pomidor, agursi hatta. Kırık böyle vokya boğarga uyuşuklar satam. Uyuşuklar da hatta. Film alığız badarga Zeki ağaydan. Teşke hatlı min yasenge satam. Teşten sen yasenge satam. Koy gömdüm. Kolay. Kolay motor bu sıra. Giygen hani biz almağızı düşürəm. Videoga. Buna bu temde. Bir sene bitti. Buna senin oldağı şuşa. İkincisi iştirildi. Birisi Ağustos'un başında bile başlıyor. İlgiri. Sizler bir Samaraga var bir patlar. Kunak bulup. Buradan da kimle var o? Ekskursiya vardı. Ekskursiya ana aytdım bir şeyler yaratılar ekskursiya var. Totalar da sığıp giderler. Kalk pensiya alhalar sarra bir yerge yiyip berreler. Zeki. Hayır. Aksaları öte kaytalar. Tavşan şike. Akşam var. Buna самарский шоколад семья Самараға қатқан. И какой-то рапсовый масло. Белоруссия. Уны немекей салатқа қалырға ма билер? Кіріп, огонек. О, рахмат. Бір алма ашадым да и все уже. Ашқадан туп-тулы. Не могу пока есть. Әйкі өтіп қына шай қылайын. Артығыра қырқып тастағандар да бар. Артығыра кеңейтетім. Самарада қайда еші неге? Не, гостиница. Завтрак, экскурсии, проживание. Шулар бүті бір кішіге 11 мың. Мына мен хия хырға алдым бітәсі. Қара. Яратқан түсін хенің стилің. Бисмилла. О, олай матур. 90 жылдарда шундай хырғалар келерін өт. Ешілі олай оны керек мында. Қайда? Алақты ене келесі. Рахмет. Елі құлағыңда тұлсын. Мына бет. Матыр өт. Ши матур. Я ушундай яркий теге хыргалар тагыды керек. Однако для заправки салатов не имеет значения, какому из этих видов отдадите предпочтение. Жарт тирге Нық хайбет жарты, мен оқшан енді. Даже Зәке ағайын оқшатты. Қайдан алдың? Мен Вальберстен ядыр алдым. Рапсовый майтип. Чем полезно или вредно рапсовое масло? Рапсовое масло содержит жирные кислоты, которые могут снизить уровень плохого холестерина. Короче, рапсовый майда қутарған сетіп, картоп жарты башқайғырда холестерин болмай. Мотор хамыр келіп сықты хап-харығына. Данное свойство предотвращает развитие атеросклероза, способствует укреплению сосудистых стенок и повышает их эластичность. Сеймен штейвид вареники мына из картошки. Картошку пропустили через терку, посолили, поперчили, лук добавили и еще Асей добавила рапсовое масло. Вкусно будет. И вот хадер хамыр еявит. Давно я вареники не ела, я сегодня маме позвонила и говорю, давай вареники сделаем. Я вообще-то хотела из эрымсыка вареники. Но мама говорит, эрымсыка нету. Эрымсык Русланте была? Bilmiyorum şunu bilmeyeyim. Ben de bilmiyorum. İkincisi Да, эрымсык это не творог. Решили сделать этот ленивые вареники. Ханума тивата. Ханума по-другому Bilmiyorum, называется. вроде бы ханума. Это как вот ленивые манты же делают, в трубочку сворачивают, как этот рулет. Да точно ленивые я Сеймен, потому что решили делать ленивые. Хин бұяғын майды, ондаған қотарғанса, ақтын ондамаған, еуші өткен. Ола листі, мантының листін неймен қалмаймен майды, қарағат. Көрет әлі сенде қалмай. Ертіп алдым да нашат.
Белеке хават қалығы. О, андан аян картошка жарып тәмділерімді. Қалмайын да. Меңелі бір келіне кетіп қалмай әсей. Не, айтам да қайбір подписчиктар ялалар. Атағы нормальный, әсәхі нормальный, шундай әсәхім атағы тайнақ кешілер. Бұл кімге оқшаған ғымы дейді. Жан, интересоваться вашему. Че, у нее тоже блогер, что ли, да? Как подписаться, ты Орыстар көп қарай. Орыстар көп ядалар. Говорите, пожалуйста, побольше на русском. И так мен на русском много говорю, из-за этого меня ругают, Я, башқұртсала хедейм, но мен қазір стараюсь енді теге әдіріп нейді апарыға, рус тілінділер. Чтоб теге орыстарда қарай алғын. Ярты башқұртса еді, ярты рус сөйлейді, әдір кіші өлеңді бетінде ол жұмысыға апарамыз екен тоже. Потому что тоды көп. Тут бана, emne bulaşık. Tuzu bana yofrak pişersin dedim de. Тігілі әр бірін істеп тұрғаныз, бұл әрі қаттағым. Айшық. Yok kolaşları kaldı. Айы. Yok kolaşları. Ялқауларсын. Зәке ағай өзінің служагын эдләй. Кіммен бірге служит кәндер Қытай границасында. Бір башқұрт ағай дей. Зәке ағай. Başka yigiti. Hazır ağayındı. Дүшінбай районы. 1970-72 служиттік Даурида. Монголияға sen Китай границасында бірге служиттік. 25-й полк гвардейский. Мен старшинам бір служиттім. Мен старшина санем. Акулов, Сергалей. 52-ші жылғы біз 52-лер біз служиттік. 51-лер. Акулов, Сергалей. Алағват ауылынан бұлығат еш. Алағват ма? Ишимбай районынан. Фамилия русский түгіл ме? Акулов. Йо, Акуловлар настоящий башқұрт фамилия. Ақылов деген өздері перевод ұрыса дүрді ішленмеген. Ақылов. Акулов деген одан. Ола таға Акула болған болып сағайды. Ол Акулов түгіл, Ақылов. Ақылов ма шулай перевод іштер керек. Сол ауылдан Яңыл ішленген. Хисматуллин. Тоже служат. Ол өліп қалған. Көйдағай семья звонит етті. Көп еллар тамамызды. Мына жол кішілеріне керек. Үшіраша керек. Если туғандары көрхәгет, мене ядығыт, мен Зәке аға передам данные. Телефон номерін сразу ядығыт. Зәке ағай осырашырға хочет, көрішерге хочет. Қонаққа шақыра. Қонаққа сақыра. Акулов Серғалины. Акулов Серғали ағай келген қонаққа Зәке ағайға. И, короче, достар, Ильясов Тагир ағайды тоже Зәке ағай едлей. Икеһінде қонаққа сақыра. Рахатланып, яшсақтарды армияны истеп, коньяғы сәбітті. Қымығы сәбітті. Барысында шәріз, қымызында шәріз, бәрісінде ашығыз, мұншасында кәрәбіз. Болды менен ішқытайым. Әсей мен айтам, мен битіңді бодма ашқайым, мен битіңді бодма ашқайым мұтты. Даже әсей менің сырышқа нейтіп тұра, қайғырып тұра. Біздің подписчиктар қайғыралар. Менің сырышқа. Әсей айтам, битіңді бодма ашқып қарат ямыла. Қарағын әсейден көпме әйбір тиенім. Мұна бір пакет. Бұнда алма, оған, бұнда помидор, қияр, бұнда ит. Люди там в Авито смотрят участок, например, и первый попавшийся, о, нравится, беру. Вот. Желательно участок тоже немножко проанализировать, что ты хочешь, как ты хочешь, за сколько ты хочешь, да. Шундерак, очень важные моменты, где у него дорога, газ есть или нету. Или, например, у нас есть клиент, который купил участок. Я не говорю, что СНТ плохо, СНТ даже хорошо, иногда лучше, чем ИЖС на участке. СНТ на сады барвить, они реально некоторые лучше, чем ИЖС. Это вот, я не говорю реально 100%, такие есть участки. Но вот надо на электричество смотреть тоже. Электричество, если ты погнала барвить, если шунда там СНТшка не может там тебе дать подпитку 15 киловатт, то это убийственно. Уже во время строительства начинаем страдать. У нас компрессор не включается от нафаскала. Выключается, сбивает там счетчик там. Надо там жить, отопление. Да. Вот это очень важно. Электричество, внимание, обращайте, когда покупаете участок. И еще тут надо обращать внимание на воду. Да, на воду. Да, это очень важно. Потому что у нас ближайшие вот районы Уфы, да, с водой проблема. Вода некачественная. Качественная вода, но она больше у нас здесь железо преобладает. Очень важный момент. Но надо не пожалеть денег. И это 80 тысяч стоит, 100 тысяч стоит очистное сооружение. Да, очистное, да. Сооружение. Это очень важно, потому что мы
пьем воду. Ну, многие заказывают, конечно, воду. Умываемся для Умываем. кожи тоже, да. Да, умываемся там. Поэтому не жалейте деньги на чистые индуктары, потому что рядом с Уфой хорошую воду вряд ли вы И найдете. вот еще обратно вернемся. Это стабилизатор напряжения. Мгм. Какой там не был бы этот поставщик электроэнергии, в любом случае скачет все напряжение. Да, скачет. Кто-то сосед варит, как обычно, например, сваркой, да? Мгм, А у мгм. вас он по-любому этот свет скачет. Какой вы там хорошие кабеля не стояли бы по столбам, сипы, там не сипы, да? Вот в любом случае желательно стабилизатор напряжения ставить. Сегодня будем готовить кабачковые блинчики из своего огорода. Беру, конечно, это вообще-то из свекровкиного огорода. Я прямо, знаете, отдыхаю, когда дома никого нету. Наслаждаюсь тишиной. Правда, мне так хорошо, когда дома никого нету. Есін алғаным кабачоктың бұғыла тұрып қалманы. Что тут осталось-то от кабачка-то? Это же песня нашей молодости. Такие дискотеки, как в 90-х, больше никогда, наверное, доктор не будет. Все готовились на дискотеку, девчонки красили, начесы вот такие вот делали, ленинградской тушью ресницы наращивали, одевали коротенькие джинсовые юбки. Какое же это было суперское время! Даже самые крутые городские клубы не сравнятся с нашими дискотеками, которые проходили в деревнях. Специально городские приезжали, чтобы побывать на легендарных деревенских дискотеках. На этих дискотеках было все. Танцы, обжиманцы, брашка, курили за клубом. Что еще было? Драка. Блин, не вернуть же больше назад это время, понимаете? Не вернуть. Понимаю, время нельзя повернуть вспять. А что вы хотите этим сказать? Вот, страшно становится, доктор. С нами искусственный интеллект живет, бляха-муха. Собирает информацию. Понимаю ваши чувства. Искусственный интеллект действительно меняет нашу жизнь. Есть несколько моментов, которые вызывают беспокойство. Она следит за нами. Вы знаете, что Алиса собирает информацию о своем хозяине и передает туда. Это правда, между прочим. Мы все под наблюдением. Все. О, Роксет! Это моя любимая группа была. Сейчас я вам спою. Подождите. Где мой Марков? Мусорка мешает. Блин, у меня груди, блин, своей жизнью живут в нем баша. Я вообще-то пляшу, а они по-своему пляшут. Ты скатылю. Так, дорогие друзья, вот эти вот кабачки почищенные натираем на крупной терке. О, это же был мега-хит. Под эту песню начинали встречаться, любить. Первые поцелуйчики, первый мигляк, первые обнимашки. О, это была песня для этих парочек. Девчонки вообще умирали под эту песню. Ой, прям вообще умирали. Кабачки мы пропустили же через эту терку, да? И вот я его смешала с солью, кабачки, и он дал сок. О, нифига себе, сахар. На мочу похоже, да? Цвет прямо какой-то моча. Добавляем 4 кукейки. Диетические вкусные блинчики. С учетом того, сколько ты масла туда добавляешь, что либо... А где масло? А где я масло добавила? Ты сейчас их на масле будешь жарить. Ну, я немного масла положу. Ну, қалған қоймақты вообще-то жарить на масле, а потом тыс майдайдар. А тут мы не будем майдарға.
перчим. Балтас, перчик будет. Где перчик? Вот. Потом еще чуть-чуть перчим. Потом еще чуть-чуть. Чуть-чуть поперчили. Совсем чуть-чуть. У тебя такой модный лук, ты на Гавайях. Красиво, да? Я же люблю яркие вещи. Итак, потом, короче, доктор, мы добавляем туда еще... А что добавляем-то? А, чеснок. Чеснок. Где чеснок? А, вот он. Добавляем чеснок. Но можно не добавлять. А для тех, кто любит чеснок, как я, надо добавлять. Сахар еще надо добавить, да? Вообще-то по рецепту гульшашак не шло ни сахар, ни молока. Чуть добавили сахара. Половинки такие взбивать яйца, а на второй половинке стоят также все кабачки. По рецепту гульшашак, короче, молоко не шло, мы решили добавить молоко, потому что в интернете есть молоко. Посмотрим, что из этого выйдет. Также мы едя эти блинчики такие. Эрем была инда кабачки, не знаешь, сколько их терла тут, бляха-муха. Зачем все столько сажают кабачков, а потом пытаются сплавить их все? Вот действительно, зачем столько кабачков сажать, потом сплавляют, блин. И не знает, кому бы сплавить, да. Нужны кабачки в деревню приезжать. Хоть кому в деревню приедешь, а кабачки не нужны, блин, все. На глаз добавим, самое главное, должен быть немножко густой, и все. Я не могу, это у меня после операции, кстати, вот это осталось, вот эта отрыжка. Постоянно я рыгаю. Так ты до этого ничего не изменила. А точно, я уже забыла, прикинь, да. Еще Гульшашак сказала, что можно добавить разрыхлитель теста. Ты что, есть добавили? В смысле, он на отдельные рецепты идет? Да? Я вообще сделала все не по рецепту, поэтому не знаю, что получится. Рецепт, конечно, не тот был. Надо было по рецепту все делать. Один уже, начал подгорать. Бисмилла, наверное, надо уменьшать газ. Эй, не надо так делать, что ты? Что они странные какие-то. Эй, был стыд суроя синям баши, вообще-то без мяга не фигала. На большом огне не жарьте, доктор. Не прожарился первые блинчики. Ну так-то прикольно. И знаете что? Вот это же добавили разрыхлитель. Из-за этого они такие прям надутые, пышненькие получились. Видали? Прикольно, да? Они сырые какие-то нафиг все. Вообще полный дурдом, они блины. Одно расстройство. С мукой переборщил, походу. Еще бисквит вытерли нафиг. Зачем? Альберттың пропуск эшлемей. У него есть индивидуальный эксклюзивный пропуск. И где? Чтобы мы могли проехать вот через этот, как там его, восточный проезд. Yoğlamaya. Ну мне это нам и не психолога. Что за фигня? Штемейл Уже третий хингема. раз так менен тоже? Ну и не психта. Эй, что за фигня ты хинг? Почему не работает? Вот кара артка кеткен асты. Третий раз так. Почему так делают? Я не Надо знаю. зайти на разборки. Альберт, давай зайди, разберись-ка. Интриги, скандалы, расследования. У них там проблема это. Ну что это и не психом, она не. Нас не пропускают через восточный проезд. Альберттың мынау нәмәкәһе эштәмәй коя. Потом приходится назад отдает, обратно едет. Чтобы через восточный выезд нам заехать в Уфу, нам надо платить 150 рублей. Мы каждый день вот ездим, да, потому что ближе нам через восточный выезд. И каждый день платим по 300 рублей. 150 рублей считать туда, в Уфу, выезжаем 150 рублей, а вот по этому транспортеру 130 рублей выходит. Но надо оптом брать, на 20 рублей дешевле. И то он не работает, не хочет работать почему-то. Через раз работает вот так. Я вообще-то люблю дождливую погоду. Очень люблю. В дождливую погоду надо лежать дома, спать, смотреть сериальчики, пить чай, а не гулять в этом шумном городе. А где-то где? Ой, Гарри Поттер, Вообще такой другой какой-то стал ты.
Ты чекал? Ты сейчас помню? Минус 8 килограмм. Минус 8 килограмм. Офигеть! Это что за диета? Что делаешь? Это диета. Кето-диета? Ай, ганашу кето-диета потом. Но я вот последние 3 дня, ну, точнее, короче, на выходных под 39 температуры лежал. Почему? Из-за кето-диеты? Из-за того, что у меня организм, короче, у меня резко сброс был калорий, и иммунитет ослаб. И все, я вот заболел. Помнишь, я рассказывала когда похудела резко после резекции, 10 килограмм, когда скинула, пошла ходить, да, и у меня ноги дрожали. Я иду, да, и у меня ноги дрожат, халёгня достар. Вот такой рендер. Так и зеленый калдырды. Ну, это зеленый накыст, зеленый, например, да? А, накыс зеленый. Да. Сейчас. Так, разные виды крышек, видите, тестируем. Типа, вот как будто с черной крышкой поинтереснее смотрится, чем белая. Кстати, с черной крышкой, да, прикольно. И на банка, видите, есть такая прозрачная банка, есть белая. Вот Мне мы кажется, вроде- белые надо. Ну, мы, наоборот, вот за прозрачную вы, да? больше, да, то, что прозрачная мотора курина. Да. Короче, доктор, что здесь происходит? Вы же знаете, что мы собираемся выпускать коллаген. Почему я выпускаю коллаген? Потому что доктор сама вот постарела и поняла, что надо пить-то коллаген и баше. Поэтому я решила выпускать коллаген, потому что коллаген очень нужен нашему организму, особенно женщинам. И я прямо заинтересовалась этой темой битинде. Собираемся выпускать коллаген, напоминаю вам еще раз. И вот... И не только коллаген. И не только коллаген, вообще очень такие хорошие пищевые добавки, которые нужны для здоровья, особенно женщинам, которые хотят продлить свою молодость. Я этой темой заинтересовалась буквально вот после резекции желудка, когда сама начала понимать, что нуждаясь в этих вот активных добавках, как коллаген, как вот этот кыстхинди, куркума. Когда раньше мне мама вот о таких вещах говорила, Милеша, пей коллаген, куркума, эс меня, кстати, я постоянно это куркума, теперь я как-то игнорила. А когда увидела, что у меня кожа начала увидать, что я начала стареть, и после климакса там у меня вообще пошло старение, я тогда заинтересовалась этой темой и захотела вот сама лично елитарно вот выпускать такую линейку. И у нас будет, кстати, очень качественная продукция. Мы всегда топим за качество, между прочим. Первую партию не выпустили, а мы уже новую продукцию разрабатываем. Черный имбирь. Черный имбирь. И вот есть просто имбирь, а это черный имбирь. Черный имбирь, где он выращивается, Ней? В Малайзии. В Малайзии выращивается, в Таиланде, да. Bizning Qozog'istondan ishlayapmi, yo'qmi? Вот это и есть вот казахские ребята, которые как раз делают черный имбирь. Давай Qozog'istonga borib qaytaylik. Мы с ними договариваемся. Блин, я хочу Qozog'istonga Поехать на их давно. производство тоже посмотреть. Да, давайте. Biz Нефтекамске, помните, ездили, доктор. Мы там некоторую продукцию хотим в Нефтекамском заводе выпускать, а другую продукцию хотим в Казахстане, потому что в России почему-то египтян не нашли. А, кстати, у нас что, в России не выпускают, что ли? Только Казахстан-то, что ли? Черного имбиря нет в России. Это Да? просто ребята, они сами выращивают. Да, у них прям плантации в Таиланде. Вот в следующий раз будете в Таиланде, можно даже на эти плантации съездить. Блин, я на плантации даже хочу съездить. Мне вообще вот такая тема нравится, ездить, показывать. Потому что я же сама буду выпускать эту продукцию. Особенно за счет Не компании. я только, мы, египтяне, будем выпускать. Простите, египтяне, я постоянно говорю я люблю всегда говорить я, даже Альберт уже бахар Альберт потому что я всегда говорю я. Вот плантация, между прочим, вот плантация, Лара, вот так они выглядят. Это прям настоящая плантация. Вот. Черный имбирь, он не крашеный, он на самом деле черный. Офигеть! Вот смотрите, доктор, черный имбирь. Парнями хотим очень много продукции выпускать. Очень полезную продукцию. Для чего? Для мужчин он хорош как мужская сила. Покажи, какая сила. Для мужской силы. Хорошо, для иммунитета. Опять-таки для повышения либидо, тестостерона, то есть он очень сильно влияет. Ну и для женщин то же самое. Ну не для тестостерона, а для либидо он... Для женщин, для либидо помогает? Да. Так что потенция... И ты, либидо, доктор, это для женщин, для либидо помогает. И я обязательно это попробую. Вот как раз доктор мне заказала этот имбирный чай с клюквой. Имбирный чай. Вот имбирь турасында, имбирдің файдасын, между прочим, первый раз мен ишеттім біләгедім кімден Анвар Нургалиевтан. Когда Анвар Нургалиев, я снимала «Один день со звездой», и это я копалась у него в сумке, в аптечке. У меня же такая есть привычка копаться в чужих вещах, да. И я там увидела, таптай, ошондай йоған бір немеке. Мен такая думаю, что за фигня бұл, немеке? Шунда первый раз я увидела имбирь и узнала, что такое имбирь. И онда Анвар говорит, это имбирь ты. Мне айтам, а что вы с ним делаете? Ол айтам, мен шуны турап ты, сейге халып, заварить ты, ісем ты. Мне айтам, они шеланы, я ему это для поддержания иммунитета ты. Мен только шу имбирный сеймен турам ты. Только будем алып время постоянно ты, свежий гельшкина заваривать там да и ісем ты. Вот нык файдалы ты, Милеша ты. Так, если что, вот в Алматы поехали, когда сможете.
Если вы платите, я в любое время, да? Ну, фирма же платит, бар расхода налога повинны дежурные. Или как? Уйдем, скажем, так, уйдем, да. В смысле? Только что как раз таки такую шутку пропустили. Одну шутку какую? Вот я по этому поводу посчитал. Ну, там говорили про поездку в Казахстан. Тем более, когда фирма платит. Блин, Альберт, машина Ну, 25 градус машина, да. Нифига не играем в письмо, аяғым туңды, хоть, блин, бумаги ебал, блин. У меня уже ноги постоянно мерзнут, ну так, просто, вот знаете, ноги и руки у меня ледяные. Прикиньте, у меня кровообращение, походу, дела нарушено. Просто-напросто, вот, пишем юрим без конца. Я даже сейчас в шерстяных носках дома сплю. Представляете? А я раньше открытые окна спала, да? И голая. А теперь в свитере и шерстяных носках. Итак, короче, доктор, нам привезли мебель. Сейчас я хочу похвастаться. Цвет, материал я сама выбирала по совету Тимура. Тимур сказал, что вот такая вот ткань, она неубиваемая. Ее можно мыть, царапать. Вообще, шеп, и бухта бумай, антивандальная ткань. Оказывается, Тимурдың даже бар мебели, которая специально предназначена для сдачи квартир, домов. Представляете, ма? И вот эту вот кровать мы сделали по индивидуальному заказу. Матрас тоже Дуфтар мы заказали у Тимура. Офигеть, хороший матрас, эй. Вот все наши матрасы дома Дуфтар тоже мы заказали в ProSleep, потому что Дуфтар ProSleep ставит на самом деле качественные матрасы. Это очень важно, между прочим, подобрать матрас Дуфтар, когда сдаете дом. Потому что когда снимаю дом, да, если спальня дурацкий матрас, мен юклай алмайм, понимаете? Поэтому должен быть качественный сон. А чтобы был качественный сон, нужен качественный матрас Дуфтар. Поэтому никакой экономии, хороший матрас заказываем біздің қонақтарға. Так что қонақтар, егер бізге қонаққа келсеңіз, снимать керек бұл домды, біліп қойыңыз, бұнда очень хороший матрас. Менің үйде осылай. И мне нравится. Ну какой-то яркий акцент керек бітінде все-таки. Вообще офигительная классная кровать и офигительно классный матрас. Смотрите, достар, уже кухонный гарнитур устанавливать. Кухонный гарнитурды біз алдық Леруа Мерленден. Помните ведь, Альберт купмайлар батарея. Без этого, столешницы. Без столешницы. Без столешницы 22 мыңға барып батты ошо кухня Леруала доктор. Но бізге подписчиктар жаздылар инде, что бындай кухня можно было заказать Озондан намного дешевле. Тип әйттілер, но біз қарамадық Озонда. Озонда 2 раза дешевле. А какого черта и на Озонда қарамадық? Ну, Озон тоже мы ходим бегем, я же не знаю, не все видите. Что это вот это было? Офигеть. А что раковина черная был, белый был? Если бы ты не дал, что она черный тройдет. Раковина белый то райнанда. Ты что, дурачок, что ли? Там раковина белая была, кран белый был. В смысле, Альберт, раковина, мне я видео могу показать, доказать, что у меня все архив-то сохраненный. Белый. Белая раковина была, белый кран был. Какого черта был черный раковина? Ну, алмаштырам, бұны сдавать да. Конечно, сдавать это аминде. Показать мы видео-то. Покажи-ка. Поехал Альберт менять в Леруа. Поменяет сейчас и привезет белый. Потому что меня айтты. Прямо видео айтты. Белый кран, белый раковина тяну. Хадыр вообще все белое, и тут бац, черная раковина. Хармана какого цвета лестницу покрасить? Вот хар шурныға голову ломаем. Күн хайын, какие-то задачи. Мне уже надо нанимать ассистент. Кто хочет ко мне ассистентом? Вакансия открыта. Зарплата маленькая, работы дофига, ответственности дофига. Злой начальник. Кому надо такой, пожалуйста, пишите, приходите на работу. Шикарнейший малиновый диван заказали тоже у Тимура в ProSleep. Тоже антивандальная ткань, качественная и очень приятная телу. И мне вообще очень понравился вот этот цвет. Вообще обалденный, крутой цвет. Оказывается, сейчас такие вот диваны в тренде. Вот посмотрите, как смотрится. Посмотрите со стороны. Вообще шикарный диван. Есть мебель качественная заказать там, кроме кухонного гарнитура.
Да, я признаюсь, кухонный гарнитур дешевый вариант алдық Леруа Мерлентан. Потому что мы подумали, знаете что? Что можно разбомбить кухню один черт. Потом поменяем. А бұны юрға можно спокойно. Химчистка іштерге. Был, потому что ткань, опять-таки, біріменен қурқмай, достар. Шунun үшін біз заказали качественный тканьдан ішленген диван. И был диван, достар, еще раскладывается. Как он раскладывается? Один, как он раскладывается? Помоги, пожалуйста. Сейчас Альфир покажет вам, как раскладывается, достар. О, что, так легко раскладывается, да? Ага. Вот так. И, достар, вот так. Видите, тут получается 2 спальных места. Умещается ики, двукаши. Этот дом вообще рассчитан на 6 человек, но не больше. Біз специально так сделали, чтобы банда целый толпалар келіп, менің качественный дивандарымды, кроваттарымды, чтобы не разбомбили. И гадыр второй этаждағы кроватты достар күйгатады, и все. Если мебель коряк болға, только прослептан алығын. Особенно матрасы. И онда можно заказать, любую мебель. Өздерінің фабрикалары бар, и өздері под заказ ішлейді. Любой мебель шепірілер. Вот, банда тоже точно такой же кровать алдық, такой же матрас, достар, качественный матрас. Вот, с мебелью пока что, достар, все. Сейчас еще надо паласы, достар, светильники. Я хочу еще в спальнях, чтобы светильники стояли. Тумбы надо будет, чтобы вещи можно было складывать. Люстры надо, шкафы надо, посуда надо, постельный набордар надо. Туалет ты забыла показать, достар. Раковину вот такую взяли, открытую, видите? Вот, прикольненько, да? Мне вообще очень понравилось. И вот поставили унитаз. Какого черта была эта кухонда у меня дома что-то? Ну что мне терели отырғат ешімге. Вот индукционная варочная панель, одна из средних. Регулировка нормальная, хорошая. Здесь вахтында қойып была температура и сама отключается. Да. И цена такая недорогая. Қайдан алдың? Да, ну, если 8 тысяч стоит. 8 тысяч. Да, бары вообще за 4, за 5, но более много функциялары көп. Был, короче, iki комфорткалығына. Но мен думаю, кімдер дом снимать будет, им хватит 2 комфортки. Конечно. Өзге индукционный плита алмаған бұдалі. А бұнда алдық мына. Ой, әлі, короче, достар, расходов дофигище будет. Ақсаңды әдірдәгіна. И вот, Еще не малды. вот столешница вот такого. Мына столешница еще, достар. Вот такого цвета будет столешница, кухняла. И столешница, она Боярдтан альбет алған. Да. Сколько стоит Короче, столешница? он стоит 3,5. Леруа Мерлен такой стоит почти 9. Да, они там же, наверное, покупают, там и продают. Біздің Кранашпановский. Біздің іргілі Кранашпан заводы бар бет, достар. Кранашпан іргәһендә бар шундай Боярд деген склад. Вот шунда весь бар. Там, говорят, люди дешевле. Вот альбет столешница шунан барып алған. Шундай столешница, айтам бит, она Леруала намного кайватырақ дейді, достар. Ну вот такие новости. Пока что вот такие изменения. Пока больше изменений нету. Подсветку до сих пор не сделали, достар. И здесь у нас должна быть фотозона. Фотозону тоже пока не сделали. А Гастар еще утыртманах, потому что Диля говорит, давай дождемся сентября.